Я считаю, что сегодня приостановить сухопутную операцию в Чечне – это преступление. Я действительно так считаю. И я это и заявляю. И, кстати говоря, та самая армия, о которой вы сейчас говорили, как разваленной, разрушенной, сегодня побеждает в Чечне. Я действительно уверен, что в этой победе армии залог нашего общего будущего. Скажите, Григорий Алексеевич, откровенно, на секунду представьте себе, что то, что вы предложили, то, что вы заявили, действительно начинает реализовываться. Армия остановлена. В течение месяца с Масхадовым идет бурная дискуссия про 6 условий и 5 предпосылок. После этого, как вы сами написали, армия продолжает исполнять свои обязанности. Вы действительно считаете, что с Масхадовым мы бы договорились, и в результате этого было бы остановлено кровопролитие? Анатолий Борисович, но я вот все-таки вынужден. Я сегодня извиняюсь перед всеми моими зрителями, но я вынужден, пользуясь таким замечательным случаем, что впервые за 10 лет я могу вам в глаза, при всем, как говорится, народе, сказать все, что я про вас думаю. Вы все-таки уникальный лжец. Я сейчас вам объясню почему. Потому что в этом заявлении вы лжете вообще каждую секунду. Поэтому, помните, Монтень написал, что спор с подлецом, он вообще не имеет смысла, потому что он все время лжет. Вот это то, что вы сейчас делаете. Вы знаете, что в этом заявлении сказано было совсем по-другому. Там сказано было, что должны быть прекращены широкомасштабные бомбардировки и широкомасштабное наступление. Вы это прекрасно знаете. И я считаю, что переговоры с представителями Чечни необходимы. Со всеми, кто может с той стороны вести переговоры. Вы прекрасно знаете, что чеченская война нынешняя началась не просто так, а началась с агрессии против России. Началась с того, что на российскую территорию напали вооруженные бандиты. Это факт, который, кстати говоря, не случался с июня 1941 года в истории нашей страны. И поэтому параллели здесь, наверное, уместны. Но давайте представим себе на секунду, что точно с такой же инициативой о том, чтобы обратиться для проведения мирных переговоров, остановить боевые действия, обратились бы советские лидеры весной 1945 года к господину Гитлеру. Давайте остановим боевые действия, господин Гитлер. Давайте обсудим 6 условий, которые вам предложили. Но потом через месяц, может быть, мы и продолжим боевые действия. Вы считаете, что вот этим способом действительно можно было действовать? Или вы все-таки считаете, что это заявление есть пустое словоговорение в обычном, к сожалению, стиле для вас, особенно в последнее время? Хорошо. Хочу у вас спросить. Вы же были главой администрации, потом первым заместителем председателя правительства, когда с этим самым Масхадовым, о котором вы сейчас приравняли к Гитлеру, вы подписывали договор, Ельцин, ваш президент, подписывал договор, вы его готовили. Ваша партия была у власти тогда, когда оставили оружие Дудаеву. Вы, лично вы, в течение 96-го, 97-го, 98-го года, до тех пор, пока вас не убрали из правительства, передавали деньги в Чечню якобы на экономическое восстановление. А на самом деле на вооружение вот что делали лично вы. Я не знаю, кто был в советском правительстве аналогичен вам. Может быть, Молотов, который подписывал договоры, может быть, еще кто-либо. Но это то, что делали лично вы, Чубайс. И это оттуда пошла Чеченская война. Оттуда. А то, что мы получили сейчас, то, что перешли они границу Дагестана, это произошло как следствие той войны 94-96 годов, которую вы лично, беря кредит у МВФ, финансировали. Всегда ее финансировали. Войска раньше или позже остановятся. И вы это тоже прекрасно понимаете. И занять тотально всю территорию Чечни они не смогут просто никогда. Это просто в принципе невозможно. И нельзя так отдавать жизни солдат и офицеров, как это предлагается в той позиции, которую сегодня отстаивает Союз правых сил. Нельзя заливать там все кровью наших солдат. Я считаю, что это война. Я видел, что там происходит, и не считаю нужным сглаживать углы или оправдывать все, что там происходит. На войне много чего происходит, такого, о чем и говорить тяжело, а видеть тем более. Но я убежден в том, что это война не с чеченским народом. Это война с чеченскими бандформированиями. И самое гуманное, с точки зрения
России, и не только с точки зрения России, это максимально быстро довести эту операцию до конца и уничтожить чеченский терроризм в рамках той самой войны, которая сегодня ведется чеченскими террористами. Пожалуй, последний вопрос. Я хочу последним сегодня предоставить слово писателю Анатолию Приставкину, тоже гость нашей студии. Знаете, меня это напоминало немножечко чеченскую войну, только внутри московского круга. В данном случае я поддерживаю, и вы знаете, я печатно поддержал позицию Явлинского. И сейчас поддерживаю потому, что поддерживаю любое выступление против войны. Анатолий Борисович, я был на наших всех съездах, я голосовал за правую партию. Я вчера отказал Али Гербер, который от вас выдвигается, в участии с ней, только потому, что вы выступили за войну. Я здесь, наверное, самый старый человек, который пережил чеченскую войну. Я был в Чечне, когда Сталин выселял. Я был в той войне, другой, которая вот была недавно, и о которой сейчас Ковалев сказал. И мне было немножечко, сидя здесь, стыдно, что разговор идет о чем угодно, но не о страданиях людей. Ну, Господи, ведь гибнут наши ребята там. Да, они там выбивают, наверное, и боевиков, и террористов, но сколько же женщин погибло, сколько детей. Вот только в последней вчерашней газете 24 жителя одного, я не помню, сейчас вот атака была, погибло, из них 8 детишек. Ну почему же вы молчите-то все? Разве это тоже не преступление? Разве можно после этого говорить, нам нужна война? Да любыми способами. Но нельзя страдания людей. Хорошо здесь, приятно сидеть. Вот в этой тихой, благополучной